Так, здравствуйте. Сегодня у нас будет очередная встреча в историческом клубе. Мы подводим уже результаты по моим уже наблюдениям, то, что я делал за последние несколько месяцев по истории Казанского ханства. Конечно, они, может быть, не столь такие капитальные, основательные, потому что над этой темой еще работать и работать. Но то, что вот сейчас, исходя уже из своего богатого исторического научно-методологического опыта, уже хотелось бы сделать некоторые наблюдения по тому, как у нас освещается история создания, функционирования и завершения существования Казанского ханства. Вот такой хотелось бы обратить внимание вот на эту картинку. Тема наша сегодня называется «Болгары-чуваши и казанские ханы 1447-1552 годов в игре престолов в Среднем Поволжье, двоеточие мифы и реальность». Когда готовил презентацию и для своей заставки, мне пришла вот такая мысль, которая мне кажется очень хорошо отражает суть того, что я хочу донести. Одна картинка — это постер из сериала «Игры престолов», знаменитый наш, где очень много там обыгрывается как раз вот королевские страсти, борьбы за престол. Это фэнтези, это однозначные мифы. А рядом с ней картинка — это миниатюра из источника художественно-публицистической повести «История о Казанском царстве» или «Казанский летописец», который был написан в 1565-66 годах, что есть в 16 веке. И здесь вот тоже миниатюра, которая сохранилась, которая тоже очень такая богатая, насыщенная. И хотелось подчеркнуть две вещи. То, что тоже своего рода «Игры престолов», закулисные страсти, царские страсти за престол, движение народов и все остальное прочее. И с другой стороны, что тоже своего рода мифы. То есть казанский летописец — это тоже, конечно, замечательный для нас историков источник, но он очень мифологизирован. И поэтому об этом, вот эта проблема, мы сегодняшнее основное ударение даже сделал только не на фактический материал по Казанскому царству, а вот именно историографический и научно-исследовательский материал. Так, сначала я зачитаю. Сегодня третья лекция по истории положения болгаро-чувашского народа в Казанском царстве, период 1447 по 1552 год. Скорее всего, она завершающая, так и сейчас я не могу ей уделять должное научно-исследовательское внимание. Сразу нужно отметить, что это очень узкие даты, так нужно отдельно и подробно рассматривать предысторию образования царства, по которым имеется очень богатый и требующий не только осмысления, но и даже опубликования примечательный материал. Частично я это пытался осветить в предыдущей встрече. Также отдельно колоссальная тема — это последующие события после 1552 года, когда на самом деле необходимо рассматривать вплоть до 1718 года, когда Петр I высокосакральный значимый статус Казанского царства дискредитировал до банальной Казанской губернии. То есть до 1718 года Казанское царство на самом деле сохранялось. Просто оно считалось подвластным, но царство таково было. Это огромная отдельная тема, и сейчас я не способен ее даже в общих чертах охватить, настолько все там непросто и неоднозначно. Прежде чем начать, хочу отметить такой момент. Мне часто говорят, что сейчас избалованной публике больше не нужны классические историки, а востребованы мифологи. Мол, историческая точность уже не так волнует, важна более захватывающая интрига и практический результат. Говорят, что я напрасно упрямлюсь, что правда ты чуваши не поднимешь, что нужны хардкорные фишки, то есть такие энергичные, броские, экстремальные. Но все же мой личный опыт, который, конечно, не универсальный, говорит об обратном. Наши люди тянутся не к пустышкам, а к надежным вещам. Думаю, они просто наелись жвачного с химическим усилителем вкуса постмодерна и тянутся к понятному в перспективе и рациональному модерну. Сейчас, как никогда иначе, людям необходимы историки, которые без лишних эмоций и доходчиво помогают людям ориентироваться в безмерном мире исторического пространства.
Историки – это своего рода штурманы, которые могут предупредить о ласковых песнях сирен, за которым скрываются острые утесы и узмели, либо помочь точно высчитать момент, когда без особых потерь можно пройти между Сциллой и Харибдой. Ну, это из греческой мифологии этот образ взял. Именно в этом ключе я стараюсь выступать, выстраивать свою профессиональную карьеру историка. Конечно, мне сейчас нет обязательно, сейчас это как же упрекнут, что я такие даю уже эмоционально окрашенные сравнения, да, что это у нас вот такой. Но я это делаю не для красного словца, а для того, чтобы наиболее образно представить многие моменты. Поэтому, конечно, это когда работаешь с общественностью, с публикой, не академической публикой, то приходится говорить, во-первых, попроще, иначе тебя понимать не будут, либо чтобы было им понятнее, образнее, но в то же время я учитываю чисто научную точность. Такой стиль называется научно-популярный, публистичный. Но ни в коем случае только публистичный, какой-то, и не сухо-академический. Вот, кстати, об этом тоже я пишу. Возможно, мои некоторые коллеги упрекнут меня популярностью слова, намекая на свою якобы академическость. Это я сейчас был обращение у меня к публике, а сейчас к академикам. Мол, типа наука должна говорить выхолощенным как по эмоциям, а в итоге по содержанию языком, опираясь исключительно на преклонение перед авторитетами и страх сказать что-то отличное, выдвинуть какую-либо гипотезу. А то их звезда закатится, и на зарплатную карточку перестанут поступать средства. То есть они придерживаются с основной такой точки зрения. И я за это им немножко упрекаю. Я думаю, что всякий грамотный человек понимает, что такой подход – это убийство самой науки, то есть сухой академический язык, и паразитирование на ютубе. Я за честную и здоровую науку. Уверен, что академики должны говорить не только друг с другом, но и с народом, быть ему полезны и понятны. Закончились времена, когда интеллектуалы задавали тон в обществе, сейчас свою волю диктует потребитель. Если чувашская научная общественность не даст свой достойный ответ, то она будет разорвана между силами, которые вкладывают немало средств в своих интересах. То есть историческое чувашеведение просто прекратит свое существование. То, что я сейчас говорю, это очень горькие, но нужные для отрезвления слова. Надеюсь, что широкая общественность, не только чувашка, наберет храбрости и будет открыта и свободно обсуждать эти вопросы. Однако мы еще к ним вернемся и обратимся к нашей сегодняшней теме. У меня прям целый манифест получился. Сейчас я уже отойду от этих вопросов, то есть я не буду свободнее уже рассказывать, а посмотрю непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи. Итак, вопросы какие на сегодняшней лекции? Первый блок вопросов, который я хотел бы сегодня смотреть. Что мы знаем о Казанском ханстве? Какие шаблоны и стереотипы еще с XVI века закрепились в нашем сознании и не дают нам увидеть историю такой, какая она есть? Отчего у людей панический страх разрушения этих стереотипов? Потому что, замечаю, действительно начинаешь просто слушать элементарный научный анализ, и у ученых людей начинает уже просто страх появляться, что все рушится, и им не знают, они что им делают. Когнитивный диссонанс начинается. К примеру, вот, наш выдающийся чувашский историк, мыслитель своего рода Иван Яковлев современности, профессор Василий Дмитриевич Дмитриев, думает, что он так не смог преодолеть свои внутренние терзания. Тема с Казанским ханством, вообще с Средневековьем, с нами, конечно, с Василием Дмитриевичем очень тесно связано, потому что это тот человек, который непосредственно все это изучал и который все эти материалы имел, владел, но давал в том традиционном ключе, который требовал от него советская партийная система, почти до конца жизни. Ну, чувствую, но это отдельный разговор. А второй блок. Чтобы понять прошлое, надо обратиться к достижениям науки и понять, откуда поступают исторические сведения. То есть вообще, как работает историческая наука, как с ними работают мифологи и историки. Вот я такое сразу предпоставление делаю между мифологами и историками. Потому что у нас уже многие все запутались, что такое история, на самом деле историческая наука. Уже думают, что одна мифология, идеология, политика, романтика, искусствоведение. Нет у историков свои принципы. Хочу посмотреть, в чем разница между ними, между мифологами и историками.
Какие сведения о Казанском ханстве мы можем считать достоверными? Сегодня мы сделаем анализ вопроса о Казанском ханстве с точки зрения различных научно-исторических методов. Хочу еще раз подчеркнуть, что об истории надо спорить, ибо без этого не будет научного познания и прогресса. Третий блок, который я планировал, произвести попытку реконструкции подлинной истории Казанского ханства, где, освободившись от золотоордынского и великорусского шовинизма, мы можем посмотреть на историю других народов многонациональной России под более объективным, на наш взгляд, ну это, конечно, мой взгляд, углом зрения. Я говорю, что объективно нам это понять тяжело, потому что все равно любой человек, даже самый честный и грамотный историк, он все равно будет смотреть субъективно, исходя, потому что мы не можем, мы сейчас находимся на определенном уровне наших знаний и не можем знать многих вещей, которых еще нам только предстоит еще открыть. Так, приступаем к первому блоку, который у меня здесь, значит, запланирован. Это историографический анализ. То есть посмотреть вообще самый основной тезис, который я говорю, что вообще вопрос о Казанском ханстве, да и самой Золотой Орде очень идеологизирован. И идеологизирован очень давно. То есть мы всегда уже изначально смотрим, уже привыкли воспринимать этот мотив не беспристрастно, объективно, просто как оно было, а исходя из тех уже могучих концепций, которые у нас существуют. Я приведу сейчас небольшой, тоже расскажу, как формировалось отношение такое идеологизированное к Золотой Орде. Почему Золотую Орду сейчас я затрагиваю? Потому что у нас стереотипно считается, что Казанское ханство это осколок Золотой Орды. Мол, Золотая Орда распалась, и как часть ее возникла Золотая Орда, Казанское ханство. Все же я считаю, что это не совсем так, потому что Казанское ханство оно достаточно самобытное, уникальное и очень сильно отличается от других ханств, которые тоже в то время существовали. Я об этом еще тоже скажу. То есть я сравню сначала отношение к Золотой Орде в российской историографической традиции. Идеологизированное отношение к самой освещению этих событий появилось уже в конце 15 века. После окончательного распада Золотой Орды, до этого более нейтрально писали вообще в отношении Руси и Англии. Что изменилось? Началась экспансия это Московской Руси и Ивана III, который начал это рассматривать свою политику не просто как борьба за власть, за гегемонию на пространстве, но и с очень идеологизированной точки зрения, а именно с распространением христианства, православного христианства. Тогда формируется концепция Москва Третий Рим и начинают уже на многие ханства, которые появляются в то время, смотреть с точки зрения уже, что это враждебные православие ханства. И поэтому уже описывают их уже с такой эмоциональной, много такой насыщенной точки зрения, что это поганые, что это неправильное, что те как змеиные народы, которые должны быть истреблены. То есть изначально уже с конца 15 века подобное уже начинает наблюдаться. Это уже и в работах и книжников, и идеологов. Сейчас имена специально не перечисляю, потому что чтобы там мне потом не прикали, что я кто-то не оставил. Стараюсь делать именно максимально обобщенно. Идет идеологизация, как вот, то есть, что Орда и все ее осколки это богомерзкое для христиан. Всегда подчеркивался такой культурный аспект, я уже отразил, именно что духовный аспект, который неприятие подобных государственных образований. В XIX веке уже отношение меняется. Там уже это христианское культурное превалирование уже не так сильно, но включается даже политическая уже идеологизация. Почему? Россия в 18-19 веке пыталась выйти активно на международную европейскую арену и показывала свое отставание, как в социально-экономическом, политическом и особенно в политическом. И многие видели, это, помните, было два течения, западники и славянофилы, то, что особенно западники говорили о том, что Россия отстает, потому что она стала на 200 лет развития. И как раз вот эти 200 лет развития, якобы они были как раз забраны этим монголо-татарским югом, который загнал это.
И поэтому у нас политическая структура не стала такой демократичной и подчеркивался именно политический аспект влияния Иго, Золотой Орды. То есть, и поэтому, исходя из этого, что это Орда это плохо, ханство это плохо, они нас тормозили, не давали развиваться демократии, и поэтому они, окраска их однозначно плохая. В советское время, в принципе, то же самое же, но там добавилась еще классовая позиция, то есть как раз советская методология, то, что в чем основное отличие от того, что было раньше, то, что Орда не только культурно, либо политически тормозила развитие Руси, но в первую очередь экономически. Потому что марксистская теория была основана на теории общественно-экономической формации, и способ производства определяет его уровень развития. И то, что Орда долгое время контролировала, и ханство контролировало русские земли, и поэтому к нему относились негативно. В настоящее время отношения неоднозначны. Бытуют все прежние подходы, но дополнительно развилось такое направление, которое определяет Орду как партнера Руси. То есть уже, это, наверное, уже и в советское время там работы Гумилева говорили о том, что у них были не такие враждебные отношения, они друг другу скорее даже помогали, дополняли это чисто феодальные отношения. Где-то вместе воевали против соседей, часто воевали друг с другом. Русские с татарами воевали против русских с татарами. Вот так. Отношения Казанского ханства уже в российской, Казанскому ханству в российской историографической традиции. Ну, сразу отмечаю, что до середины 19 века российских историков вообще мало интересовала разница между Золотой Ордой, Казанским ханством и Волжской Болгарией. Для всех все это было не русское, не христиане, и то есть это мало интересно. Не принципиально важно, то есть что там у них происходило, писали, что есть, а уже в детали пытаться разбираться не пытались. А то, что Волжская Болгария может отличаться от Орды, ну, для них это не принципиально было важно, это все это. А вот в середине 19 века появляется идеологизированный этот момент, и который у нас сейчас до сих пор очень силен. То, что это как раз появляется школа Ильинского, и в связи с тем, что начиналось, почему по идеологическим причинам, в то время была как государственный заказ борьба с угрозой мусульманизации других нерусских народов Поволжья, которые христианство, это чуваши, марийцы, пряшины. И поэтому нужно было остановить вот это движение сильное мусульманского движения. И поэтому, каким образом? Запретить, в тюрьму посадить не помогало. И поэтому, естественно, пытались разорвать их основные аргументы. Основные аргументы мусульман. А какие мусульмане? Если смотрите, Золотая Орда, Казанское ханство, Волжская Болгария, это те государства, которые боролись с Русью, то это сильные, могучие государства, которые, возможно, могли бы там право имеющие, и они потеряли, и они хотят его возродить. И для них самым большим конем это была Волжская Болгария, как наиболее цивилизованное государство. И один из таких вот упоров был направлен на то, чтобы расколоть вот это мусульманское единство, отделив от Орды Волжскую Болгарию. То есть показать того, что Волжская Болгария это не прото-Орда, а нечто отдельно особое и вообще этнически, и по языковому пути противоположные, разные. Для нас, чувашей, это помогло. Нам, чувашам, то есть вот этот Ильинский, Ашмарин, русские исследователи, историки начали уже подробнее рассматривать не только уже ордынский, саму Орду и Русь, но и историю малых народов. То есть уже появился хоть мы говорим идеологизированный, но по крайней мере он начал разрушать прежнюю идеологическую систему и дал возможность уже научному знанию уже формировать более объективную картину. В советское время это противостояние у нас и сейчас продолжается, я об этом сейчас немножко потом скажу. В советское время оно было неоднозначным, я об этом говорил на прошлом занятии, то, что в 1944 году произошло коренное изменение,
отношение как раз вот именно, в первую очередь, казанских исследователей. Не специально говорю татарский, потому что немножко разница есть. А именно казанских исследователей, то, что к этой карте нужно относиться несколько по-другому. Есть разница. До 1944 года к Орде относились, в принципе, спокойно, нейтрально, то есть пускай там как же делают, они себя там как же себя считают великими. Но в 1944 году, когда начались вот эти межнациональные столкновения, когда с депортацией все грозило, да, почему это был идеологический заказ, то, что там начинали как раз вывозить крымских татар, северокавказские народы, ингушей, чеченцев, которые себя противопоставляли. И поэтому такое ордынское противопоставление татар по России, это не нравилось, потому что это действительно развивало такую напряженность между народными регионами. И поэтому там было фактически такое директивное указание о том, чтобы считать казанских татар потомков цивилизованных волжских болгар. Да, то есть вот такой заказ. Как это отразилось на татарской историографии, я сейчас об этом еще скажу отдельно. В настоящее время многие, сейчас я пока характеризую российские уровни, то есть не чувашские, татарские, это наш общероссийский характер. Это то, что еще раз повторяю, я специально не готовил, да и времени нет, я работаю, преподаю, то есть студенты очень много энергии съедают. И поэтому, чтобы сделать этот качественный доклад по этому поводу, надо работать, выписывать, чтобы не пропустить. Для того, чтобы делать такие выводы, ну, конечно, изучили десятки книг по этому вопросу, статей, то есть это изучалось, это не голые слова. При необходимости могу все это обосновать. В настоящее время многие общероссийские историки спокойно относятся тоже к этой карте. И спокойно, они ко всему толерантно сейчас многие относятся, и толерантно относятся к Рождестве Орды, ханства и болгарского царства. То есть не возникает такого комфорта, что вот этот мусульманский аспект для всех такой, ну да, Орда была мусульманская, ханство было мусульманское, болгар был мусульманский. Хочу спорта. Это один народ. Поэтому не делят и спокойно к этому относятся. Нам, так как думаю, нам нужно все-таки проявлять к этому отношение принципиально, потому что в итоге съедается наше. Вот теперь уже ближе к нашим. Отношение к Казанскому царству чувашских и татарских историков. Чувашская историческая общественность в большинстве своей консервативна. Вот на то, что вот еще была, вот как до середины 20 века, то, что Золотая Орда узурпатор, там, да, то, что болгаров разрушили, то есть это уже разогнали. Наша основная такая тенденция, которая у нас консервативной еще позиции, то есть первой половины 20 века. Настаивает на разности между Болгарией, Золотой Ордой и Казанским ханством, подчеркивает узурпаторскую и грабительскую сущность последних. Ханство – это орган насилия над местным населением. То есть это наше как раз то, что Василий Дмитриевич, там, как же наш орган, там, как же все это там, сейчас я насчет него там еще скажу. Ну давайте сейчас раз скажу насчет Василия Дмитриевича, потому что у нас, кто еще не знает, я вообще специалист по началу 20 века. И писал свою диссертацию и свои основные исследования, много лет работал в архиве по образованию чувашской автономии. И там всегда наблюдалось, вот сейчас после сравнения буду, такая странная картина, что когда, если вы все почитаете советские книги или даже наши современные, многие, которые до 2000, то практически проглатывается такой момент, такой большой период времени. То есть доходит до 17-18 года, в старых советских книгах там писалось, и в 90-е, в 2000-е годы у нас тоже многие писали. Доходит до 17-18 года, потом странный провал, как будто ничего нету, потом 20-й год, да, 20-й год, сразу чувашское образование автономия, пельмени, и все поехало, все заново. И для историков было удобным моментом не объяснять ту сложную, противоречивую картину, которая происходит в 18-м, очень насыщенной. Просто обрубали его и все. 19-й, начало 20-го года, то есть сразу июнь 20-го года и все. То есть даже сборник документов у нас был построен по такому принципу. Но я об этом уже много раз говорил.
И в итоге вот этот у нас появился такой зазор между как бы досоветский и уже и советский, где пропадает наш самый главный смысл вообще нашей чувашской автономии, национально-территориальной автономии, которая у нас существует. Такая же картина происходит и с Казанским ханством. Потому что у нас сейчас до сих пор нет ни одной полностью посвященной работы историков по Чувашу в составе Казанского ханства. Все доходят либо до 13 века, до Чингисхана, пока все смели там, до Тамерлана, и потом в середине 16 века все начинается заново. То есть вот эти первая половина 16-го, 15 век и вторая половина 13 века, они просто их бегло освещают, они освещаются, но очень бегло, так вот общими словами и больше такие, опираясь на другие вещи. Я, конечно, на прошлом занятии показывал книгу Василия Дмитриевича Дмитриева «Чувашский народ в составе Казанского ханства», где как раз вроде бы там все должно быть. Но, как сказал, выпущен опять первый том, который как раз доходит до 14 века, до образования Казанского, собственно говоря, ханства, и все, и на этом замерзло. Ходил специально в библиотеку, мне там тоже рекомендовали, но я раньше знал, там, Дмитриева, Чувашева эпоха феодализма, то есть монография, я еще 70-х годов, хорошая, замечательная монография, но я знал, конечно, что там опять не отображается. Ну, прихожу, посмотрел, удостоверился, что там тоже опять Чувашскую эпоху феодализма, опять с середины 16 века до 18 века. То есть вот этот 15 и начало 16 века у нас именно методология системно не рассмотрена, только обобщающие фразы. А здесь, я считаю, опять-таки, как я сказал, что там чувашская автономия, а вот здесь у нас самое главное, то место, от которого потом у нас дальше идет уже совершенно другая трактовка. Вопрос. А как получается, что самые кульминационные моменты становления чувашской государственности, чувашского народа фактически у нас выпали, получается? Потому что слишком противоречивые сведения, и в советское время они не укладывались в советскую трактовку. Потому что нужно было писать угнетение народа, а здесь, вот я сейчас буду про казанскую летописность говорить, про другие там вещи, и особо угнетение, собственно. Ну, я об этом скажу, просто это не вписывалось в ту картину, ну, и вообще и ту идеологическую систему, которую исповедовала наша чувашская, скажем так, наш тренд. Наш тренд, я уже говорил, который еще в второй половине 19 века сформировался, мы темные, забитые, поэтому давайте нам больше денег для того, чтобы развиться. А если будешь говорить, что мы там при Казанском ханстве вроде не так сильно страдали, что мы тоже участвовали в политике, тогда скажешь, а в чем проблема-то? Развивайте дальше, раз вы такие самые сильные. Но, подчеркиваю, то, что было, работало, приносило свои дивиденды в 19-м и советское время, потому что слабо помогали, да развивали, сейчас не помогают. Сейчас вкладывают только в силу, в перспективу. Поэтому нам, я не говорю, что давайте сейчас создадим новую идеологию, где там будут сильные чуваши. Я говорю, что у нас в научной истине, там это уже по факту есть. По факту уже это есть. Поэтому нам не надо ничего даже всему придумать, надо просто это доосмыслить. Вернусь к вопросу еще. Татарская научная позиция. 3 направления, я их реализовал в прошлый раз. Это Золотоордынская, которые говорят, что мы татары, покорители народов Поволжья и половины Евразии, то есть нам стесняться нечего. Ну и да, разрушили какие-то болгар, там чуваши там подмяли, ну и ладно, там как же, мы же крутые, что ничего, все хорошо, ну правильно тоже рассуждают. Другое предположенное направление — булгаристы, которые говорят, что они не признают монгольское происхождение своей монгольской, что они себя, мы цивилизованные булгары, а то, что нас называют татары, это ошибка. Как говорят, мы не те татары, которые оттуда пришли. То есть нас потом просто такими именами назвали. Ну, знаете, да, это такое направление, то есть это, я про него говорил в прошлый раз. Ну и в последнее время, там, последние лет 20 уже активно такая эклектичная, очень идеологизированная, опять-таки, пытаются совместить и ордынцев, и болгар все в одну кучу. То, что это болгары, это прото-орда. Но это те же кыпчаки, даже я приводил пример, вот как же автореферат в прошлый раз рассматривал, что, мол, здесь были какие-то алгурские племена, но вот кыпчаки
залезли сюда, абузы, и создали цивилизацию. Но это, конечно, все это, честно говоря, это очень все натянуто, ну, сейчас я не о том. Моя позиция какая? То, чтобы не только я говорю так и так, а своя позиция. Ну, в принципе, я уже, наверное, известен, я много раз говорил, потому что болгары это предки чувашей. И теперь это, значительная часть этих предков была в 17-18 веках татарина. Даже, в принципе, еще татарился она и в 16 веках, то есть когда все это начиналось. То есть, а в чем означало отатаривание? Это, во-первых, принятие ислама и переход на кипчакский язык. А потом ты автоматически тебя уже само царское правительство тебя называет татарином. Только из того, что мусульмане. Так, то есть это современные казанские татары, это наполовину в значительную часть бывшие чуваши, которые смешались с пышными кипчаками. Золотая Орда – это результат взаимовыгодного сотрудничества монголов и преимущественно кипчак, и других народов, преимущественно кипчаков. То, что такое себе представляет Золотая Орда. А Казанское ханство – результат договорного, подчеркиваю, не завоевания. У нас не было такого завоевания, это же захвата Казани, потому что они все, ну я сейчас скажу об этом событии. Казанское ханство – это результат договорного взаимодействия болгар и чувашей. Почему я называю болгар и чувашей? Потому что в начале образования Казанского ханства в источниках они еще это звучат по одни болгар. Ну там, либо там как же черемисцы, можно так называть, но они еще там, то есть чувашей еще в 15 веке еще нет. А в 16 веке уже на момент образования Казанского, прекращения существования Казанского ханства, они уже чуваши. Поэтому эта фраза болгары чуваши здесь как нельзя. То есть они начали жизнь Казанского ханства болгарами, а закончили чуваши. Это результат договорного взаимодействия болгар и чувашей, черемисцев, марийцев и пышных кипчаков. Вот теперь моя самая замечательная тема, которую вообще я хотел сказать, собственно говоря, меня сейчас спрашивают некоторые там, ты на кого работаешь там? Ты националист там чувашский. Сегодня меня опять там очередной раз татар позвали. Может, не татар работают там, да, наши чувашские националисты. Некоторые говорят, что я на русских работаю и все остальных. Я здесь показываю тех моих богов, на кого я работаю. Это мои основные принципы и методы исторической науки. То есть мне интересно не чьи-то мифы, да, а то, как на самом деле все это работает. То есть я любитель научной истины. И научная истина нам хорошо работает на нашу чувашскую идею. Ну, нам так получилось, поэтому нам нужно это делать. Но прежде чем, это я потом как раз покажу метод исторической науки, в принципе, история. Но сначала все-таки я хочу разобраться с таким моментом, чем отличается все-таки история от мифологии. В чем заключается цель исторической науки? Это получение исторической истины, объективного, систематизированного, верифицированного конкретного знания, верифицированного, чтобы его можно было перепроверить. Они просто сказали, верьте и все, это получение догматизма. То есть верифицирование конкретного знания, исторического процесса, развития конкретного общества. Вообще, и наша наука историческая, это региональная и мировая, конечно, очень много успехов в этом направлении, но есть принципиальная сложность, что полная объективная картина на данный момент невозможна. Почему? Даже если честно, историк будет стараться быть максимально объективным, то его субъективность все равно будет проявляться в том, что он априорно исходит из собственного и общественного уровня развития и сознания. То есть, с каким бы честным я бы не был бы там, да, все равно наши мозги сейчас, они отражают тот уровень общественного сознания, который сейчас у нас существует. Перепрыгнуть через себя мы не можем. А если через лет 10 найдут какие-то интересные документы, которые кардинально изменят, мы их просто сейчас не знаем. Поэтому все еще впереди, поэтому сейчас мы не можем полностью вслед, а уж по теме Казанского ханства там огромное количество даже не белых пятен, а сколько там вообще цветных пятен, там, которые просто заляпали там, с разной точки зрения. Мы еще много чего не знаем и не понимаем.
То есть история сложная и запутана наука не потому, что все врут. Или как мне вчера представили, что история это проститутка такая, да? Кто хорошо платит, с тем она общается, да? Нет, не из-за этого, что они все врут такие сволочи и обманщики, а потому что у нас мало достоверных и надежных знаний о прошлом еще. Но это, в принципе, можно ли это узнать? Можно. Если мы четко будем соблюдать наши исторические принципы, научные принципы, то я думаю, можно докопаться. А если вспомнить фильм «Интерстеллар», да, фантастический, конечно, там, где там искали там, спасение человечества и нашли там то, что искривление пространства и времени, и что это решает человеческие проблемы. И все это построено на научных гипотезах, что это может существовать. И там появлялось такое то, что человек в каком-то туннеле времени мог видеть себя на разных этапах своей жизни, а вдруг действительно мы найдем еще искривление во времени и сможем посмотреть, убивал ли Иван Грозный своего сына или нет. То есть непосредственно увидеть все это, а не просто там доверяться этому отдельному источнику. Ну и по многим другим страницам. А у нас другая сейчас очень много распространена картина. Это, конечно, наша мифология. Что такое мифология? Приведение общества, то есть цель мифологии — приведение общества к какой-либо конкретной цели. То есть тут, по их мнению, нужно применять все, и научные, и демагогические приемы. По их мнению, цель правил следствия и в случае необходимости можно пойти и на сознательное ограничение информации, подлог и классификацию. Да, у нас это сплошь и рядом. И здесь у нас Чебоксар, это сплошь и рядом. Этим часто занимаются идеологи, потому что у них там политики, тоже из своих соображений, романтики, потому что вот они просто хотят и такое все это. Да? Причем все это как религиозные, так и светские, то есть не обязательно, а религиозные уже тем более, они это изначально уже мифологизированы. То есть они уже им выполнение своих этих, то, что написано в главной книге, то и как было написано по мусульманам хорошая фраза, что нужно знать человеку, написано в Коране, что не написано в Коране, то не нужен человек. То есть их там просто выбрасывать. Ну, в Библии тоже самое же. Вот пример такой мифологии, когда читатели сознательно искажают и ограничивают информацию, чтобы подвести незнающих читателя к своей запрограммированной цели. Я взял здесь, например, по нашей теме, про основателя Казанского ханства. Вот сейчас здесь у меня, конечно, наверное, вам не видно, но при желании вы можете это все, любой это может сделать. Это статья Википедия про ордынского беглого хана Мухаммеда, который считается основателем Казанского ханства. Ну, это подвергает сомнению, но сейчас сделал не этом. Посмотрите, то есть я первую страницу там сделал, скриншотил, и ее, это конечная. И вот там есть такой момент. Смотрите, я на прошлом, так я сам пока прочитать не могу, на экране, наверное, с вас еще был. Я на прошлом уроке, на прошлом занятии об этом говорил, то, что в тот момент, 1438 год, когда Улу Мухаммед своим трехтысячным войском подошел к Казани, это событие считается дата основания Казанского ханства по этой трактовке, другую трактовку дают, да? Но все равно считают, что это основание этого ханства. То есть, мол, пришел Чингизид своей армией, подчинил пустую, ну, вообще это как Казань и местный народ. Вот, смотрите, здесь так и написано. Улу Мухаммед не стал задерживаться на Руси, он разгромил там русскую армию, и направился в земли болгарского вилоитета Золотой Орды в Казань. Вот то, что выделено. Показательно, что казанский летописец, то есть человек ссылается на казанский летописец, отмечает, что худые болгары и черемисы радостно восприняли образование сильной территориальной власти, способны защитить их от воевания русского и беспрерывных военных опустошений со стороны русских ушкуйников и различных бесконтрольных татарских отрядов. Мне это скажут, ну это же Википедия. Но в принципе везде так и написано. То есть пишут, написано, я тут обращаю внимание на две вещи. Во-первых, написано, что его, смотрите, радостно восприняли образование сильной территориальной власти.
То есть Улуг Мухаммед пришел, завоевал, а они обрадовались этому, что их завоевали. Ну так, да? Читайте, может, вариант есть? Да, то, что они обрадовались, что их завоевали, подчинили. И написано, кто приветствовал? Это худые болгары и черемисы. Ну, это ладно, все нормально. Вот. Это у меня из прошлого у меня презентация. Я вам немножко показывал, немножко там, как же там частично у меня экрана не было. Но все равно можно посмотреть. Вот она полная, вот эта цитата. То есть как она звучит, указалось, как написано на самом деле. И шедший полем Улуг Мухаммед перелезли волку и засняли пустую Казань, Сайнов юг. И мало в ограде живущих, иначе собираться в Казань Сарачине и Черемиса, разве по улусу казанским. И рады ему быть из-за оставшихся из плена худые болгары. И моливши его казанца быть ему заступником, бедом их и помощника от насилия воевания русского. Ну и так далее, потому что сейчас вот уже, сейчас еще скажу. То есть, что здесь отличается? То есть, казанцы молили его, чтобы он защищал их от нападения русских. Здесь ни слова не написано, что он их подчинил. То есть они его сами просили стать командиром. Это совершенно большая разница. Потому что, тем более, с этим Улуг Мухаммедом, тоже интересная история, то, что он сначала, это же, кто такой Улуг Мухаммед? Это бегло-ордынский сарайский хан, который начал уже, его там соперники это же выбили из столицы, из сарая. И он пошел сначала в Крым, и там образовал Крымское ханство. Вот там он пытался что-то подчинить себе, но его местные не приняли, его прогнали. Крымчаки его прогнали. Они взяли себе другого чингизида, Хаджи I Гирея, который тоже был тоже чингизидом, да, и сказали, у нас здесь свой есть. Он потом пошел, попытался там, как же, на русских землях осесть, создать там свой юрт. Его там тоже московский князь тоже отправил, тоже, собственно говоря, попросил. Конечно, хоть он победил Улуг Мухаммед, русскую армию, московскую армию, но все равно понимал, что ему здесь делать нечего. Вообще, сам летописец сообщает то, что Улуг Мухаммед вообще не собирался, он хотел набрать новую армию и пойти обратно брать сарай. Он не собирался, по сути, никаких. То есть он, как пишет летописец, он собирал свою армию, то есть чтобы собрать свою армию. Конечно, летописца проверять надо, я опять не буду еще говорить, потому что, но тем не менее, это у нас единственные вообще сведения по поведению Улуг Мухаммеда в этом случае. Больше других у нас нет. Поэтому даже нашего этого романтичного казанского летописца надо тоже учитывать. И он, уже в болгарских и казанских землях его просят, наоборот, приходи и, как сказать, защищай нас. Просят, приходи и защищай нас. Я к этой фразе уже здесь немножко скептически отношусь. Это не значит, что там уже они такие были очень сильно слабые. Ну да, конечно, они были ослаблены, уже в прошлый раз говорил, опустошение болгарских земель. То есть в течение почти столетия там постоянно были массовая резня, это Тамерлан, русские школьники, нагайцы, эпидемия, все что угодно. Там, то есть там прошло, там, помните, сказали, что 75% болгарского населения, оно просто вымерло, погибло. Поэтому, да, они были ослаблены, и поэтому, естественно, потом, но у них был еще какой мотив хороший. Если в их город придет, который будет защищать из чингизидов, из ханов, из царского рода, то это сразу появляется легитимно, как же уже другие народы будут думать, прежде чем нападать сюда. Потому что хан и царь, это все-таки это послание Бога. Да? То есть он уже будет находиться под Божьим покровительством. Это не мусульманское представление, это чисто как раз языческие традиционные представления для народов Евразии. И, собственно говоря, у нас он был. То есть кровь, им нужна была даже сколько не Улуг Мухаммед, а именно его кровь. То есть она консолидировала, давала политический статус. Это у нас это нормальная распространенная картина феодального общества. И в России точно так же было. И в Европе это сплошь и рядом, когда приглашают
знатного, это особенно в Англии, во Франции, там эти Вуа, там Бурбоны, там все остальное, то есть когда приглашают постороннего человека, да, который просто для того, чтобы кто сможет просто таким образом функционировать. Здесь типичный феодальный случай договорных отношений, взаимовыгодных договорных отношений. У меня тоже вчера хорошее замечание, я очень обожаю, когда мне пишут там какие-то критические замечания, вот то, что я написал, свой анонс, и один написал там то, что были ли вот это болгары-чуваши в Казанском ханстве правителями. Ну, я понимал подоплеку, что, мол, типа здесь вот эти ордынцы, чингизиды здесь правили, а они были бесправными. Я уже понимал свою подоплеку, и поэтому сразу написал контраргумент. А князь Александр Ярославич в 1240 году в Великом Новгороде, он правил, князь Новгородский, он правил этим городом или нет? Это Александр Невский, да? То есть до того, как он стал Невским. С одной стороны, нет, конечно, он не правил полностью, он не был там правителем. Его же прогнали. Да, там правил народный вече, Боярская дума, а он исполнял военные функции. Это стандартный, потому что у нас стереотипы начинают мозги работать в том направлении, что мы привыкли, что великий князь там, или там, какой-то правитель или хан, он прям полный самодержец. Это поздний феодализм, как бы, это не совсем. Это на позднем феодализме, когда начинается централизация власти. Это на позднем феодализме. То есть самодержавие в России появилось при Иване Грозном. А до этого они были ограничены Боярской думой, да? А некоторые земли собранием, то есть Новгородской, например. То есть народ, они были ограничены. И поэтому это нормальная картина, это то, что хан воюет, а народ просто работает, а он их защищает, да? То есть это называют договорным отношением. В советской, классовой, это нельзя было делать. Почему? Как раз я говорил, что советская, она классовая, она сильно повредила, потому что так нельзя было. Как это может быть хан договорился с местным населением? Поэтому сразу такие вещи по рукам били, не поднимать тюрьму сажают. Но я про 30-й год. Про Ивана Ильича Кузнецова. Так, вот поэтому один момент отметил. А теперь здесь очень тоже интересный момент. Посмотрите, кто его радостно приветствовал. Там в Википедии написано, что худые болгары черемисы, а здесь еще написано сарачины, сарацины, то бишь. А кто такие у нас сарацины? Мы об этом в прошлый раз говорили. Это не христиане, обычно называли это татар. Ну, в принципе, это кипчаки, мусульманизированные кипчаки. Ну, сарацины, то есть общее такое, как же христианское название, это вот, не христиан, обобщенное. В самом Казанском написано много по этому поводу таких вот примеров, когда они там уже сарацинами их называют. То есть, смотрите, кто его там рад приветствовал? По логике, который сейчас я раньше показал, что чуваши и марийцы, они смирились, что пришли татары. А здесь по-другому. Здесь, смотрите, здесь сами татары тоже смирились с этим. И еще очень что важно, то что здесь противопоставляются сарацины и болгары. Это опять-таки удар по татаристам и булгаристам. Да. Два разных народа. Да. Получается. То есть здесь он показывает два разных народа. Да. Дальше смотрите, как интересно там, да, то, что Ирак, так, и мало в ограде живущих, значит, собираться в Казани, это срачины и черемисы, ну, живущие по улусам Казанским. То есть здесь, они, как говорится, что вот эти кипчаки и черемисы, они живут в других местах. А худые болгары, это, собственно говоря, в районе Казани. Это разные народы, то, что как раз опять-таки это да? Так. Ой, здесь еще, пока сразу, тогда еще нужно такой момент показать. Кстати, вообще всем рекомендую читать этот казанский летописец. Это прям вообще просто вынос мозга, там это совершенно такой материал поднимается. Потому что у нас это все это столько там совершенно другая конструкция. Я знаю, что там много искажений, там много романтики, там распевания, там это. Но вот многие казанские летописцы упрекают в том, что он какое-то превозносил русское царство. И поэтому он делал подлоги, фальсифицировал
выдумывал мифологию. Но здесь я не вижу мотива здесь в них, чтобы восхвалять русского царя. Так что то, что здесь написано, я, скорее всего, считаю, что он был достаточно... здесь он не фантазирует. Здесь нет мотивации, то есть его традиционно в чем упрекают, он здесь не пропагандирует русского царя. То есть он просто, действительно, что там услышал, там тоже. Много пропаганды у него, сплошь одна пропаганда. Вот интересный момент такой, кто такие худые болгары? Вот я еще когда читал, сейчас я только начал читать, я тоже не могу, как по ночам работаю. Ночью читал, температура шевелилась. Ну столько, потому что материал прет просто там как же. Я не знаю, другие версии высказывают, кто такие, почему худые болгары. Но то, что до этого, незадолго до этого, он писал, что болгары, они были болгарской черни. То есть, ну, христиане обзывают, естественно, там уже не христиан, то, что они чернь, то, что он, кстати, очень интересные сведения приводит о том, что как появилось вот это, опять дополнение, потому что, помните, я говорил, что, ну, здесь говорю, что татары, а здесь чувашские места, вот это пересечение Волги и Казанки, казанский летописец говорит, что оно подчинялось в свое время после Батыя русским и платил им дань. И вот это Саин хан, да, ордынский, пришел, прогнал русских, построил там Казань, основал Казань, и с собой привел болгар, вот это болгарскую чернь с князьями и старшинами, которые выгнали с этих земель русских и чернисов. То есть они сами стали на этой территории жить. То есть это нынешнее приказание за Казань, как мы говорили. Это, в принципе, вполне укладывается то, что у нас Василий Дмитриевич там пишет, там, то, что как раз после разрушения нападения Болгара началась уже в лесные районы, уже в Казань уходили. Это вполне согласуется. Это... Ты по времени укладываешь, да? Время 30 минут. 30 минут, да, сейчас. Я буду уже, сейчас уже время уже подходит, поэтому я буду уже, собственно говоря, голодным. Я думаю, уже достаточно уже там, к сожалению, про ханство непосредственно уже мало говорит, там, ой, там столько материала про Чакуна, там, ну, я быстренько там в тезисах расскажу. Итак, значит, доказательства исторических фактов считается это то есть не непосредственно, а посредственно через исторические источники, письменные и материальные. Понятно. Более-менее доказанным считается тот факт, который подтверждается хотя бы двумя независимыми источниками, находящимися в противоречивой и логической взаимосвязи с новыми и проверенными, еще раз подчеркиваю, научно-историческими работами. Но тогда считается, если появляются новые сведения, а твои факты они не проходят, если тот считается более достоверным, то, извините, уже не факт. Если факт доказан, но находится в противоречии с прежней картиной, это повод начинать перепроверку всего с самого начала, а не выбрасывать его, как поступают мифологи. Итак, научно-исторический факт – это то, что невозможно непосредственно подтвердить, либо опровергнуть. То есть, если появляется эта информация, то это уже не факт. Если появляется дополнительный довод, то есть, вот по своей образованию чувашской автономии я много дал фактов, которые достоверны, которые они уже, в принципе, это архивные источники, и они ставят под сомнение те прежние представления. То есть, то, что раньше говорилось, это уже не факт. И как с точки зрения явления и процесса. Надо заново переделывать, но они у нас не хотят. Сами не хотят сделать. Если не лениться и быть честным, то мы проникнем во все тайны прошлого человечества. Если будем потакать мифологам, то так и будем топтаться в тумане сумбуром в голове. Так, ну нет соображений при реконструкции подлинной истории Казанского ханства. Конечно, я сейчас буду в первую очередь рекламировать казанский летописец. Еще раз говорю, что это художественная повесть, которая была создана в 1560-х годах, то есть непосредственным участником событий взятия Казани, который 20 лет там жил при Казанском ханстве, все это наблюдал, был при дворе казанских ханов и непосредственно все это читал казанские книги, это летописи книги, которые сгорели все потом. Он единственный, который у нас сохранившийся источник. Больше у нас никаких источников такого масштабного характера нет. Есть, как я говорю, в прошлый раз два документа непосредственно казанского схождения, два ярлыка на тарханство.
русские, арабские, другие, но они нам не раскрывают. До конца пока казанский летописец это наиболее полный и единственный документ по этому поводу. Но там есть проблема. То, что в чем? То, что он очень идеологизированный. То есть я уже говорил, что он работал под заказ Ивана Грозного. Поэтому все это писалось там идет прямо вообще там свет, прям это как это самое, это весна, наступившая весна среди холодной зимы там, да, то есть он сравнивает там все там такое, ну и христианство, то есть, и поэтому все это много искажено, там это очень много. Наша задача просто найти вот в этом источнике, который специально из Москвы, ну, все рублей заплатил. Найти это, выявить те, которые недостоверны, и те, которые более-менее достоверны, их прорабатывать, отрабатывать с учетом различных методов. Казанский летописец изучен вдоль поперек, но, как правило, с великорусской, либо с золотоордынской стороны. То есть я вот так тут использую. Есть некоторые наметки к изучению с болгаро-чувашской точки зрения, но они не укладываются в соседние версии, и мы о них на самом высоком уровне молчим из чувства конформизма. Мы не поднимаем на региональном даже уровне, мы просто заняли парадигму, а мы так считаем и все, и не копаем дальше. Нет, надо дальше свою версию дальше разворачивать и это пропагандировать, и тогда будет результат. Они нам сами спасибо за это скажут. Казанские вообще ученые, они молодцы, ко мне тоже обращаются, то есть недавно было приглашение из авторитетного казанского журнала ваковского уровня, чтобы я там печатал свои статьи. То есть читают, интересуются. Наши не интересуются, а они интересуются. Летописцы множество значимых любопытных материалов, которые еще совсем не изучены. Наш долг сделать это применяя комплексный метод и основываясь исключительно на указанных выше принципе историзма. Кроме этого, требуется большая работа по проверке и проработке всех имеющихся источников. Сейчас некоторые из последних наблюдений, то, что я о чем не говорил, я раньше говорил про основание Казанского ханства, сейчас у меня тоже некое новое наблюдение есть, но я не буду сейчас про это повторять, потому что в целом я высказался там, что это был равноправный процесс государственного строительства, а не, как было написано у нас, это прошлое пришли, завоевали. То, что даже Махмуд захватил Казань, это все равно. Сейчас я хочу быстро озвучить две вещи. Во-первых, вообще взаимоотношения между Казанью, Ордой и Москвой, то есть очень такая всегда сила, которая всегда упоминается, такое понятие, как казанская знать. И вопрос, кто такая? У нас автомат считает, раз мусульмане, значит они татары. Это, во-первых, неправда, и, конечно, это конечно, все за уши притянуто, потому что и чувашская, и марийская высшая элита участвовала в управлении казанскими делами. Я сейчас могу много доводов привести, но сейчас уже времени нету. Если есть интерес, я обращаюсь к зрителям, то что посылайте, если есть интерес, поднимайте, скажите «да», и я подготовлю на это более подробный разговор. Так вот, а теперь конкретно об одном то, что когда у нас говорят, там было 4 там, таких знатных, там, это, Ширин, Катрин, там, что-то, это, ну, там, 4 знатных рода, мол, они образованы диван, может быть, на каком-то этапе они и были. Но наверняка я уверен, что туда, в этот диван, еще ходили другие. Потому что, читая все эти материалы, даже Худякова, если почитать, это активно пропагандиста татарской версии, который очень много там тоже подделок фальсифицирует в пользу татар. Но даже почитайте хотя бы учебник по Казанскому ханству, это столетней давности, он написал книгу, это Худяков. И уже сразу можно понять, что здесь все не так просто, однозначно, потому что там настолько насыщенные события. Ой, кстати, не прокомментировал эту обложку своей, там, то, что сравнил с «Игрой престолов», там, да, то, что показал, там, то, что вот это, наши картинки, у нас те же «Игры престолов». Там сплошь и рядом, и причем всегда выступает очень большой, как раз, даже больше такой, знаете, в марксизме такое понятие, как вот гемон, да, в чьих интересах все это происходит. Все эти смены ханов происходили не в интересах этих ханов, они там больше, а в интересах самой казанской элиты. Они ими, как перчатки меняли. Причем они часто обманывали этих ханов. Вот как, например, Шах Халид, да, он один раз пришел, его
прогнали они же его прогнали, там он сбежал, потом он часто нападал, и потом они, знаете, что сделали в 1546 году? А они, как это не знаю, в принципе, многие это не привлекаются. Они его специально пригласили на ханство, чтобы он пришел, чтобы пригласили его на ханство, чтобы он пришел с небольшим отрядом и заперли в тюрьму. Представляете, то есть казанская элита, то есть, и это было в порядке вещей. В 1496 году пришел сибирский хан Мамут, по-моему, могу ошибиться, тоже он пришел, там, начал, что-то им не понравилось местному населению. Знаете, что они сделали с ним? Он, было там, эти не подчинялись, он вышел с войском подчинять местное население. Потом казанские люди ушли от него, он пошел обратно в Казань, а мы дверь перед ним закрыли и сказали до свидания. Он несколько месяцев постоял, а потом так и ушел к себе обратно в Сибирь, да, и умер. То есть для них это была «Игра престолов», сериал же. И эти там сплошь и рядом такие вот события все идут. А сейчас уже все, последний пример, который я называю, это наш красный пример, вообще замечательный. Вот у Худякова, когда я еще читал, даже много лет тому назад, прям меня очень заинтересовал такой активный деятель. Помните, я рассказывал 1551 год, что чуваши горные и арские активно способствовали тому, чтобы пришел на престол Шах Али. Они его фактически поставили. Да? Но потом появляется такой персонаж, такой же этот самый казанский князь Чапун Атучин, который начал вести там как же двойную игру. Он, во-первых, это же тоже опять-таки обманул этого Шах Али, вынудил, чтобы он его сбежал оттуда, из Казани. Потом начал вести двойную игру с этим, с русским правительством. Мол, давай, Иван Грозный сказал, ну это русскому наместнику Семену Микулинскому это пришлем. Он из Свияжска выезжает, подъезжает к городу, и прямо перед Микулинским захлопываются ворота. Вот так встречали нового правителя, прогнали нового правителя. Да, Микулинский развернулся, и потом все, Иван Грозный обиделся, и они там уже разнесли это Казань. Так вот, а потом вот этот Чапун Атучев становится предводителем правительства, главой правительства казанского, который приглашает на ханство этого астраханского Чингизида, Ядыга, по-моему, да? Эдигей? Нет, не Эдигей. Не помню. Ну, могу найти, что-то я так плохо вспоминаю эти имена. Ну, это да, это известные события. То есть, вот этот астраханский хан, он не... Теперь вопрос такой, а кто в Казани вообще защищал? Потому что вот этот астраханский, он по сути был шестеркой у этого правительства Чапуна Атучева. Ну, так получается. Атучев, кстати, погиб при осаде, он там тоже сражался, и он там погиб. А теперь вопрос такой, кто такой Чапун Атучев? Ну, мне сразу такой заметил, что какое-то у него не кипчакское, не мусульманское имя. Такое наше, родное, чувашское. Ну и, естественно, я не мог там ничего говорить, но сейчас я потом просто буквально недавно сейчас это столкнулся, там то, что есть основания полагать, что все-таки наш чуваш, и сейчас я копал опять-таки, опять то же самое, это Казанское ханство, там прочитал про этого Атучева. Так вот, там что интересует, его интересно, его там не называют ни татарином, ни сарацином, его называют варваром и иноземником, иноязычником. Потом дальше есть основания, что там это вы говорите, я вкратце, я сейчас не без аргументации, потому что времени уже нету. Соглашаться с доводами того человека, который я прочитал, то, что он свои имения владел на нашей горной стороне, может быть, в районе Маркавского района. Потому что там деревня есть Атучево. Атучево, по-моему, сейчас там, ну, может, что-то другое называется, но там все это есть. А тотческие школы есть, да? Да. Есть у нас еще замечательные такие документы, которые уже 17 века по Атучу Батакову, который получил там право там, на обладание таких территориями, это Алексей Михайлович уже царь дал. И то, что возможно, он имеет отношение к этому Атучеву, да? Дальше к этим к роду Атучевым. Дальше потом Атуч упоминается, знаете, интересное событие. 1924 год, это когда первая битва чувашей с русской армией, это как раз где Василий потом был организован, тогда, где, согласно летописи, погибло 30 тысяч русских, которые на кораблях шли в Казани.
Когда бревна там сделали Когда Волгу. запруд, да, Волгу они, перекрыли. да, Волгу перекрыли, так, на справа, то есть где-то перекатки были. И там где-то побили, там, да, то есть это как раз это сражение с чувашами, там, считается у нас история такой известная, там, да. Так вот в этих же событиях же на горной же стороне перед Свиягой оборону держал казанский воевода Атучев. Ну, это отец этого Чапкуна Атучева, который все это там, все это. Может, он Марицын был? Может быть, я ничего не говорю, потому что вообще в этом марийцы и чуваши, они этнически по культуре, это как же в то время разница большая, там немножко там какая-то другая тема, там, да, то есть это марийцы, ну, сейчас не будем, сейчас я потом, не о том. Но я еще раз говорю, что считать, ни в одном месте я не видал, что пишут там татарин, никаких доказательств того, что он кыпчак, татарин, или вообще какой-то пришли, там, из каких там родов, там, Шигеев, там, или какие-то там еще этого, у нас нет. У нас вот это, если мы как бы это, но если мы признаем то, что вот этот Чапкун Атучев, он действительно там как же все-таки именно это отношение к нам, это в корне меняет всю систему. Представляете? Сейчас я, собственно говоря, это делаю такой большой официальный вызов. И наша, в первую очередь, историкам, да, что я ничего не утверждаю, делаю гипотезу. И поэтому, если не доказать другого, то есть оно так и работает, то, в принципе, тогда все эти построения подвергаются прежде под сомнению. То есть все это не факт. Теперь получается, а кто защищал Казань? Да, часть чувашей штурмовала, но часть чувашей ее защищала. То есть это, в принципе, сейчас то, что я говорю, вполне серьезно. Мне сейчас мне скажут, напиши статью. Да, я напишу, но мне для этого нужно как же, уже подготовиться основательно, это нужно заниматься профессионально. Поначалу это не делается между парами. То есть надо и литературу читать, и татарскую, и российскую, и американскую, и все что угодно. Да? То есть профессионально там, то, что этим заниматься. Вот так вот у нас огромное пространство для многих вещей. С этим и таких вот, потом у этого, сейчас я про Чапкуна все говорю, а еще перебью. Последнее точно уже скажу. Когда вот в этом сражении еще участвовал от 1524 года вместе с Атучем участвовал еще другой казанский воевода Аталык. Угу. Да? Как знакомо, да, на это звучание. Смотришь там, как же тут пояснение, как поясняет сами авторы, кто такой Аталык. Они ничего не пишут, кто он по происхождению, они пишут, что у тюркских народов Аталыком называют тех, как бы, типа крестных отцов, которые взяли на испытание. То есть, как бы, второй отец. Вполне возможно. Но, в принципе, это наш Атал, там, как же там звучит, тоже версия. Этот Аталык чем интересен? Тем, что потом, когда Казань все-таки там уже следующая была попытка захвата Казани, то Аталык там как раз он держал оборону, то есть когда пришла большая русская армия, это я не помню годы, это, по-моему, где-то 20-е уже годы, то был построен две крепости. Рядом с Казанью была построена еще отдельная крепость. В самом Казани был хан со своими людьми, а в другой там были черемисы и нагайцы, как пишет летописец. И получается, Аталык как раз командовал вот этим черемисским, то есть, а по черемисским и чуваши надо понимать, да? То есть надо разбираться там. То, что он, скорее всего, не ордынского, не кыпчакского, а вот именно местного коренного происхождения, а это большой богатырь, который там описывается, как его долго убивали, сколько он там поубивал, поломал после копий. Потому что это был богатырь там еще. То есть у нас подобных, если вот копаться, у нас вот просто нам мешают вот эти стереотипы, вот это сделать, и если это мы сделаем, то у нас получится. У нас время сколько? 10 минут, там закроется. Все, можно закрываться, да. Ну все, спасибо за внимание, все вопросы пишите. Так что пишите там, как же это... Так в итоге-то я... Только не ходят, потому что у нас про «Игру есть престолов» ходить. толком не рассказал. Про «Игру престолов» так толком не рассказал. Про «Игру престолов» фильм идет. Самое главное, да, чем Я увлекал. сделал просто сопоставил, мне достаточно сопоставление, что у меня тоже некоторые студенты, когда посмотрели, это вынос мозга того, что как это можно наше Поволжье сравнить с такой крутизной. Нет, те же самые же вещи. Конечно. Если у нас еще не содержать по нашим казанским событиям, без всяких фэнтези можно снимать «Игру престолов». Да.
Без всяких фантазий, без всяких выдумок. Я тебе о чем говорю? Деньги платить. Спасибо. Спасибо.